Уважаемые девятиклассники, начинаем серию наших заданий, разбор заданий ОГЭ, и мы видим по порядку у нас, как же решить шестое задание. Шестое задание мы решаем очень просто, надо внимательно читать исходный текст, подчеркнуть там все имена собственные, место, время, события, сюжет, и дальше соотнести с правильными или неправильными вариантами ответов. Здесь смотрим. В шестом задании формулировка, какие из высказываний соответствуют содержанию текста. Укажите номера ответов. Плюс-минус. Значит, смотрим, да, так как у нас время ограничено, поэтому читать текст мы не будем, но я вам здесь немножко подскажу. В первом событии, описанные в тексте, происходили на Неве. Да, это действительно так. События рассказа Леонида Пантелеева происходили в городе Ленинграде. Он стоит на городе Неве, на реке Неве. Значит, второе. Командир батареи понимал, что случайными жертвами обстрелов становятся мирные люди. Так оно и есть, потому что в диалоге с главным героем он об этом объясняет, что сожалеет, что действительно могут быть жертвы со стороны мирных жителей. Это плюс. Третье задание. Лодка была отцовская обстреляна вражеской артиллерией. Нет, это не так. Тот же командир батареи, когда он рассказывает, там фрагмент этот можно прямо вычленить, да? Он в финале текста говорит, что лодка была обстреляна, наоборот, не вражеской артиллерией. Четвертое. Матвей Капитоныч – это сын погибшего перевозчика. Да, это так, потому что сразу же в начале текста мы находим, как к нему почтительно все персонажи обращаются. Матвей Капитоныч, он сын погибшего перевозчика. Плюс. Пятый вариант. Мальчику-гребцу хотелось бросить весла и спрятаться. Это не так. Текст о смелости, героизме и бесстрашии Матвея Капитоныча, он же мальчик-гребец, он же главный герой, и это неправильно, поэтому ставим минус. Тогда соотнесем. Плюсы мы поставили, а значит и номера ответов. Да, номера у нас будет 1, это будет 2 и будет у нас 4. Тогда ответ у нас будет 124. Дальше. Следующее задание, это задание седьмое. И в седьмом задании вы должны найти средство выразительности определенное, которое здесь от вас требуется. Ну, допустим, здесь у нас требуется найти эпитет. Давайте вспомним формулу эпитета, она очень обычная, простая. Это всегда прилагательное или причастие. Я сокращаю слова, да? Причастие в переносном значении. То есть не буквальное, не прямое, а переносное значение. Это такой излюбленный троп и в русской поэзии, и в художественных текстах, да и в нашей будничной речи бытовой мы постоянно используем эпитеты. Итак, читаем. Нам надо найти предложение, где есть эпитет, да, или эпитет. В первом предложении давайте сперва так обычным способом найдем все прилагательные причастия. Например, вот у нас в первом предложении человек какой маленький. Далее весла какие страшные. Нашли. Во втором предложении мы находим нет ни прилагательных, ни причастий. Далее в третьем предложении тоже нет, есть вводное слово. В четвертом ужасом каким? Смертельным. Нахожу сочетание слов. Далее работе какой? Заклятой. И воде какой? Черной, Невской. Да? Согласованные определения у меня идут. И в пятом предложении здесь мы видим орудий каких? Зенитных. Вот у меня такая подборка. Теперь мне надо решить задачу. Основное выяснить, что не эпитет, что эпитет. Обратите внимание, здесь у нас получается тогда, да, давайте рассуждать. Весла какие страшные. Ну, весла, вы знаете, это приспособление
на лодках, на суднах, на шлюпках. Вы все знаете, кто был на рыбалке или же любите рыбачить, вы понимаете, о чем я говорю. Следовательно, весла страшные. Но это, конечно, переносное, да, переносное значение. Поэтому это эпитет. Во втором предложении мы сказали, его нет. В третьем минусуем, удаляем, отбрасываем эти варианты. В четвертом уже смертельный, заклятая работа, черная вода. Да? Действительно эпитеты и плюсуем. А в пятом предложении здесь орудий каких зенитных. Но здесь давайте рассуждать. Зенитки, зенитные орудия, это, конечно, вы все знаете, во время войны были такие действительно артобстрелы и, собственно, наверняка разбираетесь в военной технике. Но это буквально, поэтому получается у нас это неверно, здесь нет эпитета в прямом значении, поэтому мы его удаляем, отбрасываем. Остается у нас ответ, тогда ответ 1, первое предложение, и 4 в четвертом предложении. Следовательно, 14. Переходим к следующему заданию. Это задание 8. Задание 8. И в 8 задании дается лексический анализ. Лексический анализ значение слова, да? Значение слова. Давайте прочитаем формулировку. Найдите в тексте синонимы к слову ялик. Синонимы. Итак, лексика предполагает знание синонимов, омонимов и антонимов. Что такое синонимы? Синонимы – это, помните, да, слова, которые имеют одинаковое значение, одинаковое, но пишутся и произносятся по-разному. Итак, наша задача найти 16-е предложение, где это слово употреблено. Итак, мы находим в основном исходном тексте 16-е предложение. 16-е предложение вот я нашла, и давайте его анализировать. Итак, не успел наш ялик отойти на сотни метров от берега. Да? Ну, давайте я так фрагмент возьму. Случилось то, чего, казалось бы, уже никак нельзя было ждать в этот солнечный, безмятежный, спокойный летний день. Итак, вот у нас слово употреблено ялик. Да? Ялик не успел отойти, от берега. Давайте подключаем аналитический способ ума. То, на чем Максим, то есть наш главный герой, Матвей Капитоныч, он же главный герой, он же перевозчик, он же мальчишка 11-12 лет, он же бесстрашный, смелый герой, перевозит через реку. Итак, это существительное. Существительное в единственном числе, значит, нам надо здесь найти и написать, да, синонимы, написано к слову ялик. То есть мы пишем и подбираем к существительному ялик существительные в этом же значении. Так рассуждаем. То, на чем можно перевести, то, на чем можно рыбачить, то, на чем можно судно, собственно. Итак, у нас появляются имена существительные. Да? Во-первых, это судно. Далее шлюпка, мне подсказывают. Шлюпка. И еще у нас есть, или можно написать лодка. Лодка. Ну вот такие 3 варианта, все писать не будем. Один из этих синонимов написано, один. Давайте исключать, значит, нейтральный, да, самым первым, конечно же, вы назвали слово лодка. Лодка, поэтому ответ мы запишем лодка. Так, мы выполнили 8 задание, лексический анализ. Лексический анализ, еще раз, предполагает знание значения слова,
происхождение, да, конечно же, подбор, умение подбирать синонимы, умение подбирать антонимы, определять, устаревшее это слово, архаизм или историзм, конечно же, знать сферу его употребления, книжное, или же нейтральное, или же бытовое, да, как вы понимаете, разговорный стиль. Но и, собственно, лексический анализ. Лексический анализ, в конце мы всегда говорим заимствованное слово, или же это русское, исконно русское. Но этого всего по школьной программе в учебниках у вас всегда лексический анализ, вы можете потренироваться сами. Ну а у нас задача самая необходимая, это просто найти слово, подобрать к тексту слову ялик, синоним, с чем мы и справились. Написали существительное лодка. Можно было написать или судно, можно было написать или шлюпка. Все ответы правильные. Надеюсь, вам стало немножечко сегодня яснее, поэтому я хочу вам пожелать, чтобы вы тренировались. Помните суворовскую поговорку, вашу любимую родителями, да? Тяжело учение, легко в бою. До скорых встреч!